души. Мгм. Так, валикум ассалам из Днепра. Очень приятно. Валикум салам, Мухаммад, Technology Innovation. Я сейчас по горячей теме пройдусь, чуть подожду, а потом выскажусь. Есть такие мысли у меня срочные. Вот. До адреса нужно донести. Украинцы, защищайте свою родину, Украину, а русские вдовы, как китайцы. Так, валикум ассалам. Еще раз чуть-чуть подожду, пока соберутся люди. Потом хочу очень важные вещи сказать. Валикум ассалам. Ждем. Я извиняюсь. Так, не томи, говори. Нет, подожди, там я уверен, что в Хостюрте это не понравится. Но мы скажем как есть, как всегда. Так что, Сандар, подожди. Люди собираются, 85-87. Ладно, уже начинаю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас всех братьев, сестер, наших друзей. Мы только что были на митинге здесь, в Осло. Стояли вместе с украинцами против войны Путина, направленной против Украины. Вот. У нас было много, чеченцы высказались там, что нашу свою позицию, сказали, что есть наши братья, которые воюют против российских оккупантов и террористов. Вот. И есть очень много желающих, включая меня, моих братьев. Мы готовы стать рядом с украинцами и стоять с ними до конца. Потому что мы любим, уважаем Украину, вот, и готовы оказать любую помощь с нашей стороны против нашего общего врага. Вот на этом митинге сегодня мы в таком роде вот высказались, сказали свое мнение. Люди были рады видеть нас, чеченцев, которые стоят вместе с украинцами. Там были с Польши, с Грузии, литовцы были, норвежцы были. И я лишь добавлю, что все эти люди были когда-то жертвами России, российского террора. Россия убивала поляков, убивала литовцев, грузин, украинцев сегодня убивает. Вот. И я уверен, Путин и вообще кремлевская политика не остановится на Украине и пойдет дальше. Пойдет в Литву, в Латвию, Эстонию. Вы буквально недавно вот слышали заявление, направленное против Финляндии, представьте себе. Вот. И Путин полезет в Казахстан, а также в другие страны.
и принесет войну, убийство, разрушение, вот то, что он творит сегодня в Украине. Поэтому я рад, что люди открывают глаза, видят, что кто на самом деле угрожает человечеству, людям. И встают вместе, выходят вместе. И вот там стояли, к примеру, поляки или там литовцы, и тоже говорили то же самое, что окажем помощь, что поедем туда, встанем вместе с украинцами, будем защищать эту землю, этот народ. Вот. Мы прошли этот путь, как выступая на митинге, я сказал, что каждые 50 лет нас убивают или выселяют насильственно на другие земли. Вот. Мы знаем, кто, какой это враг, на что он способен, как он умеет воевать, как он умеет истреблять, уничтожать, какой этот враг трусливый, без человеческого лица, безбожный. Мы все это знаем. У нас есть опыт во всем этом. И в этой трагедии, и в войне. Мы хорошо били этого врага, хорошенько побили его, с теми возможностями, которые у нас были, а у нас их не было. Мы, как я всегда говорю, мы воевали с ним, с одним Калашниковым и с гранатометом РПГ. Нас не поддерживали, нас боялись поддерживать, нам не помогали, тем более не помогали нам оружием. Если бы нам бы была оказана вот эта помощь когда-то, то мы бы этому врагу давно сломали бы хребет настолько, что он по сегодняшний день был бы, этот шок не отошел бы. Но мы его побили настолько, сколько мы могли. Вот представим, 96-й год, август, как мы его хорошо били. Вот. И они по сегодняшний день это помнят. Так же, как сегодня в Украине, в Грозном горели танки, сотнями горели танки, БТРы. На улицах Грозного лежали трупы российских солдат и офицеров, контрактников, вот этих обученных убийц. Вот. Лежали на улицах наших городов, населенных пунктов, и наше командование призывало их командование, этот генералитет генералов российских, чтобы они собирали и нормально, по-человечески похоронили вот этих своих солдат, вот, и офицеров. Для нас они были оккупанты. И вот это командование отказывалось собирать своих подчиненных. Они этого не делали. Такое же отношение было к своим военнопленным. То есть этому командованию было безразлично, живой или неживой. Вот. И такое же отношение было у этих российских генералов к мирному населению. Знаете, бомбили не только чеченцев, бомбили ингушей, бомбили дагестанцев, армян, евреи, русские, потому что Ичкерия была многонациональной. И убивались всех. И в общем было убито около 300 тысяч всех мирных жителей, около 300 тысяч. Мы говорим примерные цифры, потому что мы не могли их считать, конечно же, находясь в войне. Вот. И мы говорим, что около 45 тысяч были дети. То есть российская армия убила у нас около 45 тысяч детей. Вот такими же методами, как сегодня в Украине, теми же бомбами, теми же ракетами, ураганы, смерч, буратино, вакуумные, кассетные бомбы. Вот это варварство было показано чеченскому народу.
Вот почему мы сегодня готовы встать рядом с любым народом, вот, с грузинами, с литовцами, с поляками, вот, с украинцами. И, как я говорил, идти даже воевать, участвовать в войне против этих оккупантов. Вот это я хотел в основном сказать насчет, что касается насчет сегодняшнего митинга и нашу позицию, чеченскую позицию. Действительно, позиция тех истинных чеченцев, которые знают свою историю, которые не забыли, что творили российские террористы на нашей земле с нашим народом. Наша позиция такова. И я хочу добавить, что мы не согласны, когда в средствах массовой информации или в народе, даже те самые украинцы, когда говорят, что вот Кадыров посылает чеченскую полицию, чеченских военных, чеченские полки в Украину убивать украинцев. Я хочу сказать украинцам, а также всем подкорректировать. Это мы не считаем их чеченцами. Вот те, которые служат российской армии, будь они там в полку или в роте Кадырова, или еще там в батальоне каком-то, для нас разницы нет. Те, которые служат Путину, те, которые носят эти российские шевроны, погоны, звездочки их, вот, они для нас самые мерзкие предатели. Мы их ненавидим. Вот. И мы, конечно же, против того, чтобы они там участвовали, но, как я говорю, это предатели. Они делают все, что скажет Путин. Наши отцы, мы сами лично, наши братья воевали против этих предателей. Вот. И это те предатели, которые сегодня унижают чеченский народ, которые сегодня давят на этот народ, на наших родственников. Вот, буквально недавно моих родственников тоже как-то получали угрозы такие со стороны вот этих кадыровцев, российских военных, халуев российских. Вот моим родственникам угрожали, другим родственникам угрожали, забирали, избивали. Вот. Те люди, которые стали против своего народа, которые вот так унижают или пытают, или убивают свой народ, которые служат убийце своего народа, которые служат врагу, который убивал его народ. Это и есть самое мерзкое существо. Самое мерзкое существо. Вот. Мы их презираем. И наша сегодня позиция такова, что мы хотим сказать, не говорите, что это чеченские батальоны, что это чеченские полки. Нет, это российские войска, это российские оккупанты и российские террористы. Вот. Наши братья, настоящие чеченцы, они сегодня находятся в Украине давно, воюют против этих оккупантов, их много, достаточно, и я знаю тех людей, которые уже туда поехали, в Украину, туда воевать против российских оккупантов. Вот. И люди, с кем я сегодня общался, сегодня, вообще в эти дни, чеченцы, они готовы поехать в Украину, готовы. Конечно же, мы тоже хотим каких-то гарантий в том, что они будут записаны как добровольцы, официально, знаете, это тоже нужно, это тоже очень важно. Ну,
таких вопросах. И люди, которые сегодня там участвуют, чеченцы, или хотят участвовать, едут туда по своей воле. По своей воле, не ради чего-то. Это не контрактники, это добровольцы. И, конечно, я тоже среди них, я тоже готов к этому шагу и готов к тому, чтобы встать рядом с украинцами. Вот. И готов поделиться мыслями, поделиться опытом. У нас тоже есть свой опыт ведения борьбы против этих оккупантов. Вот что я хотел сказать насчет этого. Потом второе. Сейчас я обращусь вот к самому мерзкому существу, Кадырову. Я думал даже, может, обратиться на чеченском, но думаю, все-таки лучше будет на всем понятном языке. Вот, потому что тут будут жаловаться, почему не на русском языке. Ладно, я скажу этому ушлепку на русском языке. Слушай, Кадыров, если ты, еще раз повторяюсь, если ты считаешь себя мужчиной и считаешь, что ты достоин носить брюки, как мужчина, у тебя есть сегодня шанс, я тебе даю этот шанс встретиться со мной. Встретиться. Приезжай в Украину, в любой город, который, я не буду сейчас перечислять, вот, там мы можем встретиться. Я тебе даю большой шанс, вот этот, последний шанс. Ты же любишь говорить о своем героизме, о каком-то мужестве, которого у тебя нет. У тебя все то, что есть, у тебя есть, это трусость. Ты трус. Ты самый последний трус. Ты же говоришь, что ты петухинец Путина, и перед собой посылаешь этих чеченцев, да, вот сколько их там, 100, 200, сколько ты туда их послал, а сам-то не едешь. И по твоей вине они сегодня погибают. Ты виновник того, что сегодня десятками проходят траурные мероприятия в Чечне. Это ты виноват, ты виноват. Не мы призываем к войне, не мы призывали когда-то к войне. Призывал твой отец, и призываешь ты, и ты их туда сейчас посылаешь убивать украинцев. Вот. Этот хороший, простой народ. Ты посылаешь этих своих уже оккупантов на чужую землю. Так что, Хрюша, я тебе этот шанс дал. Там какие-то разговоры были, мне там передали, что вот там, почему мы не там. Мы будем там. Будем. Но если у тебя мужества хватит, у тебя его не хватит. Приезжай, встретимся. И еще раз повторюсь. Не посылай их туда. Не посылай, ты пожалеешь. Ты обязательно пожалеешь. Тебя заставят сделать это. Это позор. Нельзя такого делать. По твоей вине сегодня сейчас их убивают там. По твоей вине. Какой газоват они едут делать в Украине? Газоват Путина, что ли, да? Когда-то твой отец призывал всех женщин, мужчин вставать против России, убивать русских, чтобы каждый убивал по 140 русских, и вся проблема будет решена. Вот. Он потом стал лицемером, ты-то есть лицемер. Вот что я тебе хотел сказать, коротко и ясно.
петухинец. Я сейчас прочитаю ваши комментарии, потом отвечу. Ну да, правильно, тут пишут, Путин международный террорист №1. Сегодня в мире знают, Путин надорвется. Это его крах, это агония, то, что он сегодня делает, это уже его конец. Это его конец. Слава Украине, героям слава. Заур Магомадов. Магомадов. Пошли своего труболаза туда. Я его туда пригласил, если, я не знаю, как это помягче сказать. Если он не собачка, он туда поедет, докажет. Хрюша. Ислам Ахмедов, Анзор, сколько тебе платят твои норвежские хозяева? Ну, мне хорошо платят, да. Хорошо платят. Завидуешь, там еще Госдеп там высылает мне. Еще там с других стран там поддержка идет. Дела, какую целера. Ой, шеф, цулдок шейд дац, подунянчва. Какую целера. Хакатче. Так, тут я не понял, это вопрос или ко мне, или вы это обсуждаете, но очень хороший как бы комментарий. Разве Путин сейчас самолично убивает украинцев или все же русские солдаты? Это делает Путин. По приказу Путина, по его амбициям погибают вот эти солдаты, эти контрактники, вот, летчики там, труболетчики по вине Путина. Нохчо, валикум салам, Анзор по связи, мугуе латия. Кубуга, ссылка Харион, Инстаграм или чё, ссылка Хариона, чё он связи была? Нохче, матаал, эрдуас доц. والله خزخيش متبوغة شادقة خزخيش سبوغ سون خلخيت نوخشي ده حجوش أوكرانيا حجوة سوريا حجوة تاق هربيو خما سكدير بيوت كدير بي تاق تون دا بوتيني تير بيع بوش هو أزوت دا Куда гэрш будешь цигабон? Вы кам халак дин бол нох чему уру циге. Вы кам халак дин бол ас шабу лехватин. Вол молиру. Нестор Махно. Ва алейкум салам, брат. С украинских фронтов. С Украины пишешь, да? Ва алейкум салам, брат. Все будет хорошо, иншаллах. Ислам Ахмедов, Анзор, иди домой, перестань получать деньги от врагов ислама. Ну, вы получаете как раз
деньги от врага ислама. Вспомните, когда Путин в 99 году дважды сказал, если надо будет, то с Аллахом буду воевать. Он сказал это дважды. И эта собака сегодня, которая сидит в Хосюрте, берет у него деньги и вы знаете потом, куда он их расходует, не для народа, потому что вы знаете, как народ сегодня выживает, вот, а ради своих развлечений и так далее. Меня еще, знаете, что рассмешило? Сегодня мне мой брат присылает одну фотографию, обувь. И это чудик носит, и там комментарий, этот чудик носит обувь Зверева. Вот. Ну, немногие сейчас, наверное, поймут, но он поймет, о чем я. Александр Зайцев, здравствуйте. Роза Каплан, Азор, мое почтение вам. Спасибо большое за вещание, будьте здоровы. Спасибо. Я озвучиваю нашу позицию чеченцев. Я уже об этом сказал, что мы стоим и готовы стоять до конца с украинским народом. Вот. Так, Роман Мув, ты истинный чеченец, брат, одно до меня не доходит, как можно воевать с женщинами, с матерями, с сестрами. Не хочу называть его имени. У него тоже есть мать. Да, действительно, как можно унижать других женщин, чью-то мать, сестру, зная, что у него тоже есть там мать, сестра. Человек, уважающий свою мать, любящий свою мать, сестру, вот, никогда не будет унижать других женщин. А он это делает. Не то, что унижает публично. Я дальше там перерассказывать не буду, какие у них грязные, извращенные методы. Вот. Это безмозглое существо, у которого нет человеческого лица, и ничего человеческого внутри нет. Байрактар ему в голову. Да, Дудаевица, тут пишут, один украинский летчик сбил 6 самолетов. Да, хорошая новость, слышал. Сейчас. Азербайджан за украинцев. Слава Украине, героям слава. Героям слава. Сегодня мы должны все поддержать, встать рядом с украинцами и остановить этого ушлепка. Должны остановить его, потому что он на Украине не остановится, он захочет пойти дальше, он пойдет на Казахстан, на Азербайджан, на Грузию, на Литву, Латвию, он дальше пойдет, и на Финляндию, не остановится, если его не остановят. Но сейчас я уверен, что он наступает на те же самые грабли, обломается.
Нохчо пишет. Анзор, каков наш план в случае победы Украины? Украина обязательно победит. Мы поможем ей победить. И даже без нашей помощи я уверен, что Украина сможет выстоять, но мы будем рядом с ними. Насчет планов, мы построим свое государство, независимое государство, которое будет дружить с другими государствами и установим самые дружеские, братские отношения со всеми. Я сейчас дочитаю ваши комментарии, потом еще раз коротко пройдусь по сегодняшнему эфиру и уже пойду к завершению. Сейчас, секунду. Тимур Загидулин. Загидулин, Украина победит? У тебя вопрос такой. Ну ты тоже победитель по жизни. Да, я победитель, считай. Я победитель. Я из 7 победителей. Вот. И я тоже победитель. Почему скажу? Потому что у меня такая твердая позиция. И трусости во мне нет, которая есть у вас у таких. Я могу различать истину, я могу различить ложный путь. И не стал на предательский путь, и не стал на путь тех, кто унижает свой народ. Я победитель. Да, вот правильно одному написали, Суворов поедет в Украину, покажи доблесть. Не покажут тут, они доблесть покажут тут, не показывая своего лица, не называя свое имя вот под чужими именами тут сидеть и показывать здесь эту доблесть они могут. Байрактар ему в голову. Анзор Смирнов пишет: Анзор, не вините весь народ России, тем более русских. Большинство людей против этой войны и любят Украину, но ничего не могут сделать и остановить этого безумца. Я никогда не говорил что-либо плохого против какого-либо народа. Я не говорил никогда против русских. Но знаете, я буду винить вас. Винить в том, что вы не встаете, вы могли бы сделать многое. Неужели вы хотите, чтобы опять же приезжали гробы, сотни, тысячи своих солдат и офицеров? Вы что, хотите, чтобы это повторилось? Это уже повторилось, поэтому вставайте в разных городах. И вы пишете, что вы не сможете как бы остановить этого безумца. Сможете. Сможете, если также встанете, пойдете до конца. Потому что это рогатое существо не остановится. Не остановится. Вы думали, что завершив
у нас войну в Чечне, к примеру, это все прекратится. Нет, это все началось, сейчас уже началось, оказывается. И все это как бы начинается. Поэтому выходите, оказывайте помощь тем, которые вот, стали против этого безумца. Мы не призываем к войне, но нам ее принесли. И у нас есть полное право встать против этого агрессора. И есть полное право делать все, что мы можем делать в этой войне. Мгм. Так. Давақан оқчы, тергелмөгө. Самсон, я только что буквально недавно сказал, Кадыров там носит ботинки Зверева, выдаются. И часы ему дорогие подарки дарит. Так, ладно, я уже к концу пойду. Коротко пройдусь еще раз, о чем я говорил, расскажу. Сегодня прошел митинг в Осло. Мы стояли на этом митинге рядом с украинцами в поддержку и высказали свою позицию, чеченскую позицию. Сказали, что наши воины стали рядом с украинскими воинами и воюют против российских оккупантов. И мы все чеченцы, которые сегодня были на митинге, сказали, что мы готовы туда поехать, что мы готовы встать рядом с украинцами и оказывать любую помощь. Вот. И мы уверены, что Украина выстоит, Украина победит, и этому гаденышу, этой змее сломает шею. Вот. И в этом эфире, я еще раз повторяюсь, я обратился с тем, что мы недовольны, мы, чеченцы, недовольны, что в средствах массовой информации, в народе, вообще в людях говорят, что вот Путин, там, Кадыров послал чеченский батальон, чеченский полк и так далее. Мы не хотим, чтобы так говорили. Это не чеченцы, это предатели чеченского народа. Вот. Это российские войска, это российские террористы, это российские оккупанты. Истинные чеченцы сегодня поддержат Украину и будут болеть за Украину. А не эти, которые пошли от Кадырова или от Путина. И то, что сейчас, вчера это было, показывали, что в центре города Грозного собрались 10 тысяч вот этих путинцев вооруженных, и что их отправят в Украину.
Я не думаю, что их там туда отправят. Это неправда. Это всего лишь была показуха, потому что даже Кадыров не посмеет послать столько своих вооруженных ушлепков в Украину. Он не посмеет это сделать. Он может послать человек 100, там, 200. Вот, только так. То, что он и сделал. И под конец скажу, что я призывал и призываю этого путинского петухинца, этого ушлепка, не посылать этих своих пехотинцев в Украину. Вообще-то он же говорит, что он пехотинец Путина, поэтому пусть станет спереди, в первом ряду, и так пойдет, если мужество хватит. Я-то его хорошо знаю, нет у него такого мужества, чтобы пойти реально в бой. Ни в каких боях он не участвовал, ни в какой войне он не участвовал. Все то, что я знаю, это он посылал других воевать за него, чтобы они умирали за него, чтобы установить этот грязный путь, этот грязный режим, который сегодня угнетает чеченский народ. Другие умирали за него, другие. А он нигде не рисковал. Почему ни один родственник Кадырова сегодня не поехал в Украину? Раз уж они говорят же, что они правы. Почему не поехал? Где его родственники? Ближайшие родственники. И я сейчас сегодня в эфире сказал, если ты не собачка, Кадыров, я так это мягко сказал, если ты считаешь, что ты мужчина и достоин носить брюки как мужчина, то я тебе даю шанс. Приезжай в Украину. Приезжай, если ты мужчина. Хотя я-то знаю, что ты представляешь из себя. Как один раз во вторах дали очередь, ты услышал очередь, недалеко стрельнули из автомата. Ты залез в эту трубу со своим задним мостом, и оттуда тебя не могли вытащить. Эту трубу вырезали, и тебя вот так вытащили таким способом. Вот, ты большой, огромный трус. И ты виновен в том, что сегодня эти чеченцы, вот 100 человек, там 200, поехали туда, в Украину. И то, что сегодня привозят их тела домой. И что десятками вот прошли траурные мероприятия у нас дома в Чечне. Это ты виноват. Ты виноват. Ты виноват в том, что ты послал чеченцев в Сирию. И виновен в том, что ты посылаешь сегодня их умирать в Украину. Не мы призываем к войне, не мы ее хотим, но ты и твой рогатый шеф, вот вы виновники всего этого, гибели этих людей. Вот. Вы являетесь террористами, вы являетесь шайтанами. Ислам Ахмедов все еще продолжает считать мои деньги, да? Не переживай, на жизнь хватает. И не твое это дело считать чужие средства, да. Я не беру деньги, как тебе сказать, от убийц чеченского народа, как это делает твой ушлепок Кадыров. Так что, если хочешь, чтобы я что-то такое жесткое не сказал в его адрес, лучше уйди отсюда. Мне даже, я брезгую называть его имя на самом-то деле. Уйди.
Антонина пишет: «Я не против вас, но призывая россиян бороться с путинским правлением, обвиняя их в трусости, вы же тем не менее предпочли уехать и не бороться за свободу народа». Антонина, знаете что? Я уважаю ваше мнение, ваши комментарии, но сегодня я нахожусь в большем риске, чем кто-либо из чеченцев здесь, которые живут. Я пытаюсь быть, как вам это сказать, ну, на публику не выношу свое личное. Даже вот такие вещи, вот эти угрозы, там, мне много раз угрожали вот эти кадыровцы, да, как их называют, путинские петухинцы, угрожали моим родственникам, угрожают смертью, там, с расправой и так далее. А я говорю, ну что вы так, ну, раз уж Кадыров вам говорит это, то почему это Кадырову не сделать самому? Вот, я и говорю, приезжай в любое место, ушлепок, что он не сделает. Вот. Так что риск присутствует, а мы, как я в своем видео говорил, мы не боимся смерти, и мы готовы к ней. Мы не сломлены, и никто нас не сломает. Мы боремся за свои права всеми имеющимися у нас средствами. Так. И делаем это давно. Насчет русского народа. Я не говорил, что никого в трусости не обвиняю, никого к войне или к революциям не призываю. Я лишь говорю, почему вы не встаете? Почему? Я говорю правильную вещь, хорошую вещь для вас. Вы что, хотите, чтобы ваши солдаты, там, офицеры, став оккупантами и террористами, погибали на чужой земле? Вот. Встаньте. Вы вспомните 94-й, 95-й год, вспомните другое время. Когда это все происходило у нас на чеченской земле, мы отдавали вам военнопленных, мы их не трогали, мы не били, мы их отдавали своим родителям, которые приезжали к нам, и отдавали сотнями. Я являюсь сыном того человека, который делал это самолично. Он отдавал их, без каких-либо условий. Да, потом мы научились обменивать, потому что российские оккупанты захватывали наших родственников, безоружных, мирных жителей. Потом нам приходилось обменивать их на мирных жителей. Вот такая у нас позиция. Смирнов, Анзор, вообще-то были митинги против войны в большинстве российских городов. Я в одном Питере, несколько тысяч было, но всех задержали по автозакам. Я понимаю все, я прекрасно понимаю, я видел эти митинги, с тревогой следил за этими событиями. В этом я вас поддерживаю. Но Путин, реально, сегодняшняя ситуация, хотите услышать, Третья мировая война уже идет. И вы знаете, до чего это дойдет. И все это руками Путина. Если его сейчас не остановить, потом будет поздно. Любыми способами, любыми методами. Корзо, как у тебя там ник, кадыровцам лучше не ехать в Украину, там труб по диаметру не будет. Там найдут, наверное, трубу от урагана, запущенного российскими оккупантами, и можно туда заштамбовать. Найдем трубу.
Мгм. Вам Аллах риску. Хорошо, что Ахмедов отдыхает. Он никакой там не Ахмедов, он просто пишет от чужого имени. Обычный тролль. Не надо обращать никаких внимания. Что значит буква З на военной технике? Ну, это лучше знать украинским военным. Они разделены на группы. Там, Запад, Восток, вот так, как они это делают. И на каждой группировке вот, они пишут вот эту букву В, З, какой-то знак. Да какая разница? Одно и то же. Ну вот, сейчас я подхожу к концу, завершаю. Просто досматриваю ваши комментарии. И еще раз, большая просьба, не говорите, что чеченцы пошли в Украину. Не говорите этого. Не копируйте это. Потому что это не так. Российские войска, российские террористы, российские оккупанты пошли туда. Мы этих предателей своими не считаем. Мы против того, чтобы кто-либо пошел с войной в Украину. Нам этот народ близок, мы любим этот народ, мы уважаем этот народ. И у нас тесные отношения, братские отношения с этим народом. Вот. И истинный чеченец будет поддерживать украинцев. И еще раз к этому трусу. Кадыров, если ты не трус, я тебе сказал, что делать. Ладно, всех благодарю. Я уверен, что это просто огонь, последний огонь от Путина. Вставайте, помогайте, делайте все, что возможно. Поддерживайте Украину. Потому что эта змея пойдет, поползет дальше. Надо ее придушить просто. Придушить. Еще раз спасибо, благодарю вас. Как говорится, слава Украине. Negado Allah Resul Masana, Shadek Danis Lugol, Allah Etogol, Masira. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Слава Аллаху, слава Украине.